В исламе чистота половина имана, чего не скажешь о хозяевах некоторых земельных участков нашей столицы. Поросшие бурьяном и наполненные многолетним мусором, эти участки становятся пристанищем для бродячих животных и рассадников всякой заразы. Возможность административного воздействия на владельцев таких участков мы решили узнать у председателя комитета имущественных и земельных отношений мэрии города Грозного Руслана Митаева. По участкам, которые в надлежащем состоянии, участки, которые даже образцовые, по ним работа в части изъятия, в принципе, она и не проводится. Проводится работа именно по бесхозным земельным участкам, которые портят вид города, и по этим участкам просто приходится принимать вот эти меры. При установлении собственника административными комиссиями префектур районов составляются протокола, по которым выносится постановление о назначении административного наказания, когда земельный участок захламленный. Также мэрии города Грозного, если участок не используется по назначению, составляется акт, который направляется в Росреестр для административного взыскания. Дается время на устранение данного нарушения до 3 месяцев. При неустранении данного нарушения данный земельный участок в судебном порядке, согласно статье 284 Гражданского кодекса, будет изъят в судебном порядке. В мэрии Грозного также объяснили ситуацию и с центром города. По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Грозного Хаджимуратова Сапвана, у ведомства имеется утвержденный генеральный план застройки. В соответствии с градостроительным кодексом есть разработанный генеральный план города Грозного и правила землепользования застройки. Эти документы в основном регулируют, что, где, как будет застраиваться, какие там нормы, какая там должна быть этажность, целевое назначение каждого земельного участка. Вот если человек что-то хочет построить, он в первую очередь может прийти за консультацией, за информацией в департамент строительства мэрии города Грозного, выяснить, что можно строить на этом земельном участке, что там допустимо по генплану, по правилам землепользования застройки. И исходя из полученной информации, в принципе, каждый человек и может сам быть инвестором этого объекта. Часто бывает так, инвестор появляется, к примеру, мы сами находим инвестора и пытаемся выкупить эти участки. У наших людей, когда уже кто-то появляется и заинтересован, они начинают цены завышать. Сами ничего не могут, и когда появляется инвестор, они когда продают, завышают цены. Хотелось бы, чтобы обратиться к ним и сказать им, если появляется инвестор, продайте по нормальной цене, чтобы он уже построил, чтобы этот участок не пустовал, чтобы город был застроен. Полная антисанитария и грязь. Именно о таких проблемных участках говорил глава Чеченской Республики. Как правило, из-за несохранившихся архивов установить хозяев тех или иных участков очень сложно. Меры административного воздействия будут применяться к владельцам именно таких участков, которых зачастую очень сложно найти. А слухи, которые распространяются в социальных сетях о том, что якобы изымаются земельные участки без суда и следствия, не имеют под собой никакого основания. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев, информационное агентство «Грозный Информ».